قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Бисмилляхи рахмани рахим. Мир и благословение нашему господину, посланнику Аллаха, Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалам. Я прочитал в газете следующее. Коллективное исполнение зикра, восхваление пророка, дозволенный шариатом и достоверный путь. Муфти Египта, уважаемый доктор Али Джум'a, подтвердил, что коллективное исполнение зикра разрешено шариатом и что восхваление пророка, саллаллаху алейхи вассалам, востребованное и восхваляемое дело в шариате. Это достоверный и заслуживающий доверия путь. Перейдем к нашей теме. Все, кто любят пророка, алейхиссалату вассалам, его сунну, и мы находим фетву, чтобы восхвалять любимого пророка. Исходя из фетвы, мы восхваляем нашего пророка, алейхиссалату вассалам, потому что он наш учитель и наставник. И сегодня у нас тема, о которой мы будем говорить вместе с уважаемым доктором, господином Мухаммадом Алави Малики. Мы не требуем фетв, а ведем дискуссию и обосновываем нашу тему взаимной любовью и симпатией. Как сподвижники восхваляли пророка, саллаллаху алейхи вассалам? Мы хотим узнать об этом из ваших уст. Бисмилляхи рахмани рахим. Мир и благословение нашему господину Мухаммаду, алейхиссалату вассалам, открывающему и завершающему цепь пророчества, его семейству и всем сподвижникам. Далее, вы прочитали статью, которую написал наш брат, великий ученый, доктор Али Джум'a, муфти Египта. И он сделал большое и благое дело. Он один из богобоязненных, великих ученых, которому мы желаем вознаграждения от Аллаха и непоколебимости в религии. В действительности этот вопрос не нуждается в фетве. Он был давно решен и не нуждается в фетве. Коллективное исполнение зикра было всегда, и это разрешено шариатом. Также восхваление пророка было распространенным. Более того, я считаю, что восхваление пророка, алейхиссалату вассалам, относится к сунне пророка. И я подтверждаю, что восхваление пророка, саллаллаху алейхи вассалам, входит в концепцию сунны. Когда мы спрашиваем, что такое сунна, сунна — это то, что относят к пророку, саллаллаху алейхи вассалам, из его слов, поступков, решений, качеств и достоинств. Нам необходимо упомянуть о достоинствах пророка, потому что они входят в сунну. А что касается его решений, то знатоки сунны говорят, что здесь под словом «решение» подразумевается то, что совершили в присутствии пророка, и он видел это, или то, что было совершено в его время. Этот вопрос – тема знатоков юриспруденции, и здесь не место для ведения дискуссий о том, что было совершено в его присутствии или в его время. Имеется в виду то, что делали в его времена в Медине. То есть то, что делали в Медине, пока пророк был еще жив и не встретился со Всевышним Аллахом. Это входит в решение или нет, это вопрос, связанный с учеными основ мусульманского права. Суть этого то, что относят к пророку из слов, поступков и решений, то есть то, что сделали в его присутствии. Это
все они относят к сунне. Например, сподвижники восхваляли пророка, и он слышал их, улыбался и радовался этому. Даже поощрял их, а на одного надел свой плащ, тому, который прочитал стихи. «Ушла Суада, и сердце мое сегодня тоскует, я раб ее любви в оковы закован». Когда он исполнил эту поэму, пророк взял свой плащ и надел на него. И это истинная поэма Бурда, а не та, которая известна теперь под названием Аминтаза. Эта поэма была составлена из увиденного сна. Ее называли Бурда, а в действительности это Бур-А. У ее автора Бусирия случилась одна история с пророком, алейхиссалату вассалам. Он был болен проказой, и однажды во сне увидел пророка, который надел на него свой плащ. И тогда он исполнил эту поэму. Об этом есть длинная история. В действительности, настоящая Бурда — это тот плащ, который пророк, алейхиссалату вассалам, надел на поэта, когда тот восхвалил его. И это поэма Бурда. Из этого следует, пророк, алейхиссалату вассалам, берет свой плащ и надевает на него, обрадовавшись его действию. Пророк обрадовался его словам, обрадовался, когда его восхвалили. Пророк, алейхиссалату вассалам, радовался тому, кто приходил и восхвалял его. Когда пророк вместе со сподвижниками заходили в Мекку, Хассан подошел к нему и исполнил эту известную поэму, где говорит: «Прекраснее тебя глаза не видели еще, красивее тебя не родила ни одна. Ты родился пречистым от всех недостатков, как будто родился, как желал сам». Какое же восхваление лучше этого, когда пророк, алейхиссалату вассалам, вместе с войском ходил в Мекку, перед ним воспевали: «Расступитесь, неверные, с его дороги. Сегодня мы нанесем удар вам, следуя его повелениям, который не оставит места важным». Суть всего этого восхваления пророка, алейхиссалату вассалам, было и в то время, и относится к сунне пророка, так как сам пророк слышал, как его восхваляли, обрадовался этому, поблагодарил и подарил тому свой плащ, вознаградив, как подобает. Это доказательство того, что сподвижники восхваляли пророка, алейхиссалату вассалам. И когда пришли последователи сподвижников и стали восхвалять пророка, то в этом нет запретного. И что же здесь вредит единобожию? Что вредит вероубеждению, когда человек восхваляет пророка, саллаллаху алейхи вассалам? Или же, когда мы обучаем наших детей восхвалять пророка, чтобы они упоминали о нем и восхваляли его в нашидах и поэмах, на встречах и маджлисах. Ведь ничего греховного здесь нет. В этом обязательно существует любовь. И эта любовь — любовь от сердца, потому что все это делает сердца кроткими. А что касается того, что указал муфтий Египта в своей фетве насчет коллективного упоминания зикра, в том значении, что люди упоминают Аллаха вместе, произносят слова «Ля иляха илля или «Аллах, Аллах», то в этом тоже нет ничего запретного. Всевышний Аллах упомянул в своей священной книге: «Обладающие разумом, которые вспоминают Аллаха везде и всегда, стоя, сидя, лежа». Упоминание Аллаха стоя или сидя, одним голосом или различными голосами, я не вижу в этом ничего запретного, пока там произносятся подходящие слова, и этот маджлис чист от всего сомнительного. Нет там ничего запретного. Подобно словам «Лаббайк Аллахумма лаббайк», да, подобно этим словам. В преданиях говорится, что сподвижники произносили такбир в долине Мина в день праздника Курбан-Байрам, и их слышали в мечети Аль-Харам. Они произносили «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, валилляхи аль-хамд». Это же упоминание Всевышнего Аллаха, и нет в нем ничего запретного. Некоторые братья по вере, да направит их Аллах на путь истины, подходят, чтобы уточнить эту тему, и говорят, что нам нельзя упоминать Аллаха в коллективной форме, так как это является нововведением, и сподвижники не проводили его в коллективной форме. Субханаллах.
разве у тебя имеются кассеты со времен сподвижников, чтобы ты слушал их, как они упоминали Аллаха? Этот вопрос, о котором велось много дискуссий между людьми, и было составлено много книг. Такого рода разговоры не должны даже возникать между мусульманами. Мы возвеличиваем Аллаха как в коллективной форме, так и по отдельности. Наша цель – провести маджлис, в котором упоминают Всевышнего Аллаха, возвеличивая и восхваляя Его как в коллективной форме, так и по отдельности. Когда они встречали пророка, алейхиссалату вассалам, читая стихи, нам показалась луна. Разве не вышли все вместе? Да, они вышли вместе, и маленькие девочки воспевали: «Мы девочки из племени Наджара, о, как прекрасен наш сосед Мухаммад». Пророк подходил к ним, прижимал их к себе и спрашивал: «Вы меня любите? Я вас люблю. Вы меня любите? Поистине я вас люблю». Говорил им: «Если вы меня любите, я тоже вас люблю». А та женщина, которая пришла к пророку после того, как он вернулся с битвы Бадр, одержав победу, и сказала ему: «Я дала обет Аллаху, если ты вернешься невредимым, я буду играть на бубне возле тебя». Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал ей: «Выполни свой обет». Она пошла и встала возле него в священной мечети, когда он совершал молитву вместе со сподвижниками. После завершения молитвы она стала играть в бубен. То есть, все это было от радости и от отрады за пророка. Да получит он и мы благословение и сохранение Аллаха. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Какое восхваление и возвеличивание считается порицаемым? Порицаемое восхваление и возвеличивание считается то, на что побудил пророк, саллаллаху алейхи вассалам, когда сказал: «Не превозносите меня так, как превозносили христиане Иисуса». Здесь он упомянул, что порицаемое восхваление пророка – это превозвышение его до степени Всевышнего, и считая, что его качества подобны качествам Аллаха, присущим только ему. Нам нельзя придавать пророку такие качества, что он Создатель, Сын Создателя или входит в Святую Троицу. Упаси Аллах! А что касается других качеств, то нет вреда в его восхвалении любыми видами возвеличивания, уважения и почитания. Имам Аль-Бусири указывает на это в своих словах: «Оставь то, что оспаривают христиане о своем пророке, и сам реши, как восхвалять его, и распоряжайся этим». То есть, ты восхваляешь пророка, но не до такой степени, как это делают христиане, и можешь сказать после этого, что пожелаешь. Оставь, что оспаривают христиане о своем пророке, и сам реши, как восхвалять его, и распоряжайся этим. Достоинством пророка, саллаллаху алейхи вассалам, нет границ, чтобы кто-либо сумел их толковать. Его достоинства относительно его качеств, особенностей не имеют границ. Но тебе не разрешено, переходя эти границы, зайти в божественные границы и говорить о качествах, характерных только степени Всевышнего Аллаха. А что касается другого, помимо этого, его восхваление, благодарение, любовь к нему, воспевать о нем, о его городе, походах и сражениях, то в этом нет запрета. Уважаемый Мухаммад Алави Малики, если вы позволите, нельзя ли немного насладиться рассказом и размышлениями о некоторых способах призыва к исламу, о которых написаны поэмы и нашиды? Напомним же об этом. Вы правы. Я знаю, что восхваление пророка, саллаллаху алейхи вассалам, и эти поэмы и нашиды, написанные о нем, имеют огромное значение в призыве к исламу во многих странах, таких как Индонезия, Африка, Кения, Мумбаса. Великий и известный ученый, призывающий к Аллаху, Ахмад Хаддад из Кении, говорил: «Когда я начал прославлять пророка, алейхиссалату вассалам, на площади, где присутствовало тысячи и тысячи людей, они все вместе стали подпевать и произносить слова: «Саллаллаху аля Мухаммад,
саллаллаху алейхи вассалям. Они прославляли пророка, алейхиссалату вассалам, и он говорил, что в тот момент пребывало много и много людей и принимали ислам. Я знаю господина Мухаммада, сына Али из Эфиопии, и он имел исламский центр в Джакарте. Он говорил мне, в день рождения пророка, алейхиссалату вассалам, мы собираемся на улицах, читаем жизнеописание пророка, и когда настает время его прославления, содрогаются все дома, когда они начинают благословлять пророка словами «Саллаллаху аля Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям». Содрогаются улицы, колеблются люди. Этот плачет, этот воспевает, другой приходит. И не все они мусульмане, но они прославляют пророка, саллаллаху алейхи вассалам. После всего они подходят к нему и говорят: мы потрясены этой поэмой и нашидом. Кто же это был? Кого вы прославляли? Им говорят: это был наш пророк, алейхиссалату вассалам, и они принимают ислам. Это произошло, как я знаю, в Индонезии и в Кении. Я слышал от братьев по вере из Сенегала и Африки, что они тоже применяют такой же способ. То есть, я знаю многих пропагандистов ислама из Сенегала, таких как шейх Ибрагим Иннас, шейх Ибрагим Джуб и многих других. Некоторые из них покинули этот мир, некоторые еще живы. Все они придерживались в своем призыве пути восхваления пророка, саллаллаху алейхи вассалам. И еще, ведь прославление пророка, алейхиссалату вассалам, продолжается от самого Всевышнего и его ангелов, где сказано: поистине Аллах оказывает свое милосердие пророку, а его ангелы благословляют пророка. О вы, которые уверовали, молитесь за него и приветствуйте его искренним приветствием. Это же продолжается. Да, продолжается. Это прославление, которое передано в Коране. От имама Шафии передают, то есть я не пересказываю его слова, а привожу смысл сказанного. Он говорит: этот аят является достоинством для нашего пророка, как поклон был достоинством для Адама, и даже выше его. Его спросили, как это? Он ответил: потому что, во-первых, поклон Адаму был совершен давно, и это прошло, а теперь это продолжается? Нет, не продолжается. Это дело прошло и завершилось. И во-вторых, кто совершил этот поклон? Его совершили только ангелы. Только ангелы. А что касается благословления пророка, то это слово дается в будущей форме в арабской лексикологии. И такая форма глагола дает значение постоянства, беспрерывности и возобновления. Это не значит, что Аллах и ангелы благословили пророка, а значит, что они благословили его и не перестают благословлять. В этом участвует Всевышний Аллах и все ангелы. Всевышний повелевает: «О вы, которые уверовали, молитесь за него и приветствуйте его». И далее имам Шафии говорит им: и еще, совершение поклона Адаму было испытанием, и на этом провалился сатана, когда не согласился на поклон. А что касается благословления пророка, то это не является испытанием. Наоборот, почтение и благодеяние для пророка, алейхиссалату вассалам. Всевышний Аллах проявил почтение, благодеяние к нему и возвеличил его, ниспослав этот аят. Дорогие мои, в этой встрече обоснована тема, как восхвалять пророка, саллаллаху алейхи вассалам, разница между поклонением и возвеличиванием пророка. И эту тему и с тем концепций, которые необходимо обосновывать, разъяснил нам господин Мухаммад Алави Малики. До новых встреч по воле Аллаха вместе с новыми темами и с тем концепций, которые необходимо обосновать. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.